Здравствуйте! Достаточно давно не записывал видео, тем временем проходили множество событий, а на моем YouTube-канале среди подписчиков шел опрос, на какую тему поднять в ближайшее время. Ну и тема интеграции Беларуси и России, скажем так, вышла в топ, причем с большим отрывом. И в связи с этим, естественно, снимаю достаточно большой ролик, который посвящен как раз-таки интеграции и, с одной стороны, тому, что происходит, с другой стороны, предыстории данных процессов, потому что без логики того, как это все развивалось, говорить о том, что происходит сейчас, ну, мягко говоря, неразумно. Снова-таки прошу прощения за то, что несколько затянул, с другой стороны, были несколько интересных, вводных, несколько информационных поводов, которые заставили по-новому взглянуть на проблему. Ну, среди этих можно назвать так называемый опрос, который пытался публиковать «Коммерсант», о том, что якобы более 90% белорусов там чуть ли не за вхождение в состав России, там, за партнерские либо союзнические отношения. Разгон по украинским медиа слов посла Беларуси в Российской Федерации о том, что якобы будет создаваться новый парламент и так далее. Но обо всем по порядку и давайте начнем. Итак, вскоре президенты Беларуси и России намерены подписать пакет документов по углубленной интеграции. Какие они, никто не знает. Частично, скажем так, известно о некоторых из них, это по сельскому хозяйству, по налоговому кодексу, из различных сливов либо заявлений. Но как бы там ни было, то есть вскоре, по идее, должна быть поставлена точка в достаточно долгом подании. Напомню, что это все началось в конце 17 начале 18 года, когда Российская Федерация вновь решила поднять вопрос об интеграции или же практическом реализации договора 99 года о создании союзного государства. Надо сказать, что такие интеграционные порывы случаются раз в 3-4 года, то есть все это циклично, но в этот раз, в принципе, ситуация затянулась, потому что на дворе уже конец 2019 года, и если еще летом громко анонсировали, что подписание документов состоится 8 ноября, в день 20-летия подписания договора снова-таки 1999 года, то сейчас 8 ноября и будет ли все подписано из того, что запланировано, стоит под большим вопросом. Ну, к этому еще вернемся. Вначале давайте поговорим немножко об истории. Что такое союзное государство, либо история, назовем так, интеграции. Итак, договор о создании союзного государства Беларуси и России был подписан 8 декабря 1999 года президентами Лукашенко и Ельциным. И на тот момент документ был выгоден именно Лукашенко, который последовательно с 1995 года вел политику сближения с Российской Федерацией, надеясь войти, скажем так, в пул кремлевских элит, надеясь войти в российские политические элиты и, возможно, стать президентом, так сказать, большого союзного государства. На этом этапе белорусская независимость как ценность, ну, она, в принципе, была такая сомнительной, потому что, с одной стороны, были большие ностальгические отношения как в России, так и в Беларуси по временам Советского Союза. С другой стороны, Лукашенко видел в этом, ну, скажем, возможно, свое будущее. Тут стоит как раз-таки определить именно сам психотип белорусского президента. В пирамиде ценностей у него на одном из первых мест находится власть, потом признание, потом деньги. То есть деньги и признание, они являются всего лишь средством обеспечения достижения власти. Исходя из этого, и в этой логике, в принципе, когда ты понимаешь, что им движет, понятны и его решения. Итак, с чего все началось? 1995 год, подписание первого договора с Российской Федерацией. Напомню, что тогда Россия влезла во Вторую Чеченскую войну, и на фоне, назовем так, проблемных отношений и внутри самой России и низкого рейтинга Ельцина нужна была внешнеполитическая победа. И договор с Беларусью стал такой победой. Более того, Россия за это достаточно щедро заплатила, и Лукашенко на фоне отсутствия средств на развитие экономики с Запада, а напомню, что тогда команда, которую его привела, она все-таки ориентировалась в массе своей на Запад, сегодня, кстати, она в оппозиции, он решил, что ему выгодней российский вектор. Далее был 1996 год, когда был подписан договор о создании сообщества Беларуси и России. Это документ, который декларировал желание образовать глубоко интегрированное политическое и экономическое сообщество России и Беларуси. И там достаточно интересно, что этот договор, он уже делал первые намеки на политическое составляющее, в том числе и общеполитический режим.
2 апреля 1997 года был подписан документ, который назывался «Договор о создании Союза Беларуси и России». И был принят даже такой документ, как Устав Союза, где, среди прочего, предусматривалось гражданство Союза и параллельно с этим говорилось о сближении правовой и кредитно-финансовой и денежных систем. И после подписания такого документа Лукашенко начал активно ездить по регионам, по селам и весям, так сказать, Российской Федерации. И в российских медиа это назвали предвыборным туром Лукашенко. Ну, по крайней мере, это так и выглядело, потому что если бы была реализована схема гражданства союзного государства, точнее тогда Союза Беларуси и России, то в принципе Лукашенко мог бы выступить серьезным конкурентом Ельцина. Причем Лукашенко поддерживали коммунисты, ну параллельно с ними Лужков, Примаков, ну и там целая группа российских бизнесменов, российских политиков. Но как бы там ни было, в 1998 году первый раз пробежала черная кошка, потому что был финансовый кризис, и белорусы увидели, что не так уж и выгодна ставка исключительно на Российскую Федерацию. Но к этому моменту уже возникли проблемы с демократией, уже началось преследование оппозиции, ну и, соответственно, Запад все больше и больше отворачивался от Беларуси. Был конфликт большой с дипломатами, когда в белорусском стиле им просто раскопали, якобы перекладывали трубопровод, и в городу, где они жили, просто было не пройти, не проехать, но плюс были проблемы, прошу прощения, с подачей воды и отводом канализационных стоков. Ну, как бы там ни было. Идем дальше. А дальше был декабрь 1999 года, как раз-таки и было подписание договора о создании союзного государства Беларуси и России. Стороны, сам договор, ну это в принципе, как бы вам сказать, такой себе микс, потому что за основу были взяты ряд положений Брюссельского договора 1965 года, который стал началом существования Еврокомиссии, Совета ЕС, то есть, по крайней мере, руководящие органы, структура была взята оттуда. И был дополнен уже с положением Амстердамского договора 1997 года. Поэтому, по большому счету, это во многом было скопировано с норм Европейского Союза. А дальше самое интересное. Параллельно с договором была принята программа действий по реализации данного договора. Там 18 пунктов, где, среди прочего, было, например, единое налоговое поле, то есть единый налоговый кодекс, который должен был работать уже к концу 2001 года. Ну и дальше, естественно, совместный рынок электроэнергии, совместный рынок нефти, нефтепродуктов, совместная транспортная система и много-много-много-много. Но не все так хорошо получается, как задумывалось. 2000 год к власти приходит Путин, и при этом силы, которые поддерживали Лукашенко, в первую очередь это группа Лужкова и Примакова, терпят поражение. Соответственно, быстрая многоходовка по тому, чтобы заскочить в российское политическое поле, не получается. Лукашенко пытается заигрывать с некоторыми олигархами, в частности с Березовским и так далее, но снова-таки терпит поражение эти силы в России. Ну и в Минске быстро сделали вывод. То есть, если вывод какой? То есть 19 пунктов программы 1999 года к 2001 году не было выполнено ни одного. Ну, точнее, были выполнены с точки зрения формального, потому что формально, говоря о сближении позиций, создали Высший Государственный Совет, который по очереди возглавляет президент той или другой страны. Было создано правительство союзного государства, даже парламентское собрание союзного государства. Но проблема в том, что всем этим органам полномочия национальные органы, естественно, не передавали. То есть они распоряжались исключительными программами союзного государства. Что это за программа, поговорим потом. Но, как бы там ни было, Беларусь начала говорить о братской любви, не делая реальных шагов. В России это понимали, пытались давить. Ну и, кстати, в Беларуси подобная политика, она получила название лозунги в обмен на деньги, либо нефть в обмен на поцелуй. То есть, когда в Минске понимают цену заявления, что мы любим Россию, если она измеряется, допустим, хотя бы миллиардом долларов, то чтобы получить 3, надо говорить 3 раза, без проблем. Вот. Делать это при этом ничего не обязательно. Но дальше получается следующее. То есть Россию эта ситуация явно не устраивала. Она несколько раз пыталась сдвинуть с мертвой точки прогресс, потому что, например, был такой товарищ Бородин, это руководитель исполкома Союзного государства, который несколько лет подряд говорил о единой валюте. То есть она должна была быть в 4, 5, 7, 8 году. В конце концов, данный политик, он просто ушел на пенсию, союзной валюты так и не было. В 2007-2008 году резко заговорили о конституционном акте союзного государства, что-то типа конституции. Москва взяла быка за рога, попыталась войти на политическую интеграцию.
А Беларусь снова-таки она не говорила нет, но надолго заговаривала. В результате уже к 2009 году идея союзного государства пропала. То есть вновь ничего не происходило. Более того, даже в разговорах о таможенном союзе еще осенью 2010 года и Медведев, и Путин, они открыто говорили, что, скорее всего, таможенный союз заработает без Беларуси, потому что даже на этот интеграционный, скажем так, более широкий формат Беларусь не давала согласия. Но в таможенном союзе Беларусь оказалась, ларчик открывается очень просто, потому что в 2010 году по непонятным причинам акция протеста против фальсификации на президентских выборах в декабре 2010 года закончилась провокациями, когда вдруг часть демонстрантов, буквально пару человек, решила разбить стеклянные двери в на входе в парламент, причем не в администрацию президента, то есть в Доме правительства. После этого был разгон. Оппозиционные кандидаты в президенты оказались в СИЗО КГБ, но, естественно, Беларусь попала под санкции. Ну и на этом фоне, учитывая, что до 2010 года Беларусь проводила политику реформирования, в том числе, кстати, были ослаблены и санкции, прошу прощения за тавтологию, Европейского Союза, США. Экономика была разогрета, был скачок в рейтинге Doing Business, необходима была кредитная подпитка. Но кредитная подпитка, это когда ты попадаешь под санкции, естественно, от Европы она не идет. Поэтому, если посмотреть внешний долг Беларуси и кому Беларусь стала должна, то, в принципе, за 2011-2012 год Беларусь резко увеличила внешний долг порядка 8 миллиардов, от 8 до 11 миллиардов долларов, если брать в том числе гарантированно государственным, до 11. То есть получается, что русские просто купили членство в таможенном союзе. Но на этом, как говорится, и все, потому что таможенный союз был, а вхождения в белорусскую экономику не было. Причем, более того, были в том числе войны за калийные активы, когда менеджмент Сулеймана Керимова в том числе попадал в СИЗО КГБ. Были и торговые войны, но в результате русские решили, что давайте оставим пока что политические вопросы в стороне, давайте додавим экономикой. В 2013 году Россия, как она считала, все-таки додавила, потому что стороны утвердили дорожные карты по сближению в ключевых сферах белорусской экономики, то есть создание совместных предприятий в машиностроении, в автопроме, в военной сфере, в энергетике, в переработке нефти и так далее. И срок реализации этих дорожных карт был определен концом 2014 года. Ну, там по некоторым, например, по энергетике, как конец 2015 года. Но как бы там ни было, к концу 2019 года из этих 7 направлений сделано ровным счетом ничего, то есть 0. Но при этом, если смотреть на все эти предыдущие годы, то договорная база союзного государства пополнялась множеством ничего не значащих меморандумов, деклараций и так далее и тому подобное. А если говорить о политической составляющей, то несмотря на активное желание Российской Федерации, Беларусь так и не признала Абхазию и Южную Осетию, Беларусь не признала официально аннексию Крыма, то есть считает Крым украинской территорией, которая находится под контролем РФ. Причем буквально недавно, пару месяцев назад, Лукашенко публично назвал войну на Донбассе российско-украинским конфликтом, то есть представил Россию стороной конфликта. И говоря же о таможенной политике, таможенном союзе, не стоит забывать те же самые белорусские устрицы, папайя, киви, авокадо, но самое главное немножко другие товары, потому что Беларусь стала большой контрабандной калиткой, которая в том числе позволяет получать и российские товары, которые русские не хотели бы продавать, я имею в виду в том числе товары двойного назначения, которые идут в Украину, и продавать наоборот в Россию те товары, которые русские не слишком хотели бы покупать. Поэтому само собой, что для России такая контрабандная калитка не слишком выгодна. Но, как говорится, есть союзное государство, никуда ты не денешься. То есть существовали и существует Высший Госсовет, Совет Министров, постоянные комитеты, парламентское собрание союзного государства, они принимают какие-то решения. И вот на этом давайте поговорим о том, какие решения принимают союзное государство, что из себя представляет союзное государство Беларуси и России по состоянию на сегодня. И нам в помощь документы, потому что буквально месяц назад Комитет госконтроля Беларуси, Следственный комитет Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации отчитались о проверке исполнения бюджета союзного государства, с того самого, которого боятся все. Итак, за 6 месяцев 2019 года зафиксированы доходы в размере 3 миллиардов российских рублей и расходы 2,58 миллиарда российских рублей. Весь бюджет за весь год, то есть это порядка, доходы порядка 6,1 миллиарда российских рублей, расходы порядка 5,9 миллиардов российских рублей. А в пересчете на доллары США за 6 месяцев потрачено
чуть более 37 миллионов долларов. А за 12 будет, соответственно, 99 миллионов максимум. То есть уйма денег, правда? На что же они идут? И вот тут самое интересное. Самый большой блок, на что идут эти средства, это средства массовой информации союзного государства, то есть достаточно крупный блок. Это есть даже свой телеканал, которым никто не слышал. Есть журнал «Союзная вещь» со своей редакцией. Есть парламентская газета, вот, точнее, парламентская газета «Союзная вещь». Есть журнал «Союзное государство» со своей редакцией. Есть правительственная газета «Союз Беларуси России». На все это тратится ни много ни мало, а 768 миллионов российских рублей, то есть 12% расходной части бюджета. Но согласитесь, достаточно интересная штучка. Получается, тратить огромные средства на газеты, телевидение и журнал, которые издаются только тогда, когда приезжают чиновники. Вот о приезде чиновников отдельно. Деньги на функционирование органов союзного государства. Это вообще прекрасно. 679 миллионов российских рублей или 10 миллионов долларов. То есть это просто на то, чтобы чиновники пару раз в квартал приезжали, разговаривали друг с другом. Ну и, естественно, на аппарат. Поэтому прекрасно. На что тратится остальное? 2,5 миллиарда научно-производственная программа. То есть несколько лет подряд идет, например, это среди них есть, кстати, реальные, это исследование генома человека, разработка электроники класса Space, ну и так далее и тому подобное. Причем большая часть это как раз-таки направлена на то, чтобы белорусы, если можно так сказать, адаптировали либо локализовали западную китайскую технологию, но часть, естественно, есть свое. Около миллиарда российских рублей, то есть 15 миллионов долларов, уходит на правоохранительную деятельность, которая включает в себя систему защиты информационных ресурсов союзного государства. Кто получает эти деньги? Эти деньги получает оперативно-аналитический центр администрации президента. Грубо говоря, белорусская спецслужба срубила большое количество денег на то, чтобы охранять каналы передачи данных союзным государством заодно у себя. Ну, не слабо. Еще достаточно много идет на военно-техническое сотрудничество. То есть примерно 27 миллионов. Это на что ты, прошу прощения, 27 миллионов российских рублей, прошу прощения. На что это идет? Это идет на реконструкцию полигонов, а также, вот это вот песня просто, написание планов работы на текущий и следующий год. То есть, прошу прощения, 20 миллионов на то, чтобы ребята в погонах сели и что-то там написали. Хороший гонорар за копирайтинг, как говорится. Поэтому вот по большому счету так и работает союзное государство. То есть есть в пределах 20-25 программ союзного государства, из которых наиболее реальными снова таки это научно-техническое сотрудничество и работа парочки университетов. Вот это как раз таки для Беларуси, по крайней мере для части белорусских политиков оппозиционных, это реально представляется как опасность на территории Беларуси. И общий расходный бюджет 120 миллионов долларов в год. Вот это и все союзное государство. То есть принимать обязательное решение для двух стран вне рамок утвержденных программ руководящие органы союзного государства не могут, не имеют права. Естественно, что с точки зрения подписанного документ дает возможности влиять на политику стран-подписантов, но в первую очередь учитывая разный масштаб Беларуси и России, то есть влиятельность России на территории Беларуси, поэтому русские, естественно, они регулярно пытаются поднять тему союзного государства. Вновь-таки эта тема была поднята в конце 2017 года, когда цены на энергоносители, цены на нефть и так далее, огромное количество других программ сотрудничества, в том числе открытые рынки, российское правительство увязало с практическими шагами по интеграции. Грубо говоря, поставили вопрос рубом, либо вы идете на сближение, либо никаких преференций. Окей. Что дальше получалось? То есть мы помним, что Медведев говорил о политической интеграции, Беларусь присылали посла Бабича и так далее. Но Минск продолжал дальше играть ту же самую игру, лозунги в обмен на деньги. То есть в чем заключается суть этой игры? И суть игры последних лет. Не говорить нет, потому что, с одной стороны, Беларусь зависит от российского рынка, и эта зависимость существенна. С другой стороны, максимально забалтывать все практические решения, переводя их
в категорию просто голых деклараций, либо в долгую плодотворную работу рабочей группы, когда люди приезжают, встречаются, жмут руки, вместе пьют водочку, либо вино, там, либо коньяк, и разъезжаются ни с чем для того, чтобы дальше поработать с документами. Ну, это такая типичная схема, но я думаю, что эта схема, она типична для бюрократии многих государств. Естественно, Россия видит, Россия пытается каким-то образом повлиять, но на фоне, в том числе, незавершенной политической операции в Украине, назовем так, площадь либо масштабы влияния все-таки ограничены, потому что достаточно много и людей, и средств, я имею в виду не столько денег, сколько именно информационных ресурсов и так далее, они направлены на украинское направление. Кроме того, Беларусь успешно использует российский тезис, либо российский лозунг о так называемом трехедином славянском народе. Если, грубо говоря, если есть три братских народа, два из них между собой конфликтуют, кто прав, кто виноват, будет видно, потому на чью сторону стал третий. Вот этот вот третий, он не становясь ни на чью сторону окончательно, он пытается заработать на обоих направлениях. Поэтому вот такая вот концепция. И на этом фоне возникает вопрос, а может ли Лукашенко, давайте вначале по логике, пойти на сближение с Россией, и выгодно ли это ему? Итак, с точки зрения пирамиды ценностей Лукашенко, власть, признание, деньги. Смысла ему идти нет, потому что если он сейчас ведет в состав России либо на сближение, он по большому счету становится никем. В его пирамиде ценностей его не удовлетворит вариант Януковича, это тачка на Рублевке. Ему нужна власть. Но в России сидит Путин, и заскочить во власть явно не получается. Вариант второй. Может ли Российская Федерация додавить экономически? Теоретически полным разрывом отношений может, но того же самого полного разрыва вряд ли получится, потому что точно так же, как с Украиной, Россия, с одной стороны, контролируя свой рынок и предоставляя свой рынок, с другой стороны, да, она в том числе зависит от определенного количества поставок техники, товаров из Беларуси. Вот. Но определенные ограничения, они могут создать сложности для белорусской экономики, однако если сравнивать ситуацию с ситуацией 2005 года, 2008 года, даже 2013 года, то экономика Беларуси находится, назовем так, в лучшей физической форме, поэтому да, будет обнуление роста, то есть будет нулевые темпы будут прироста ВВП, либо будет падение в пределах 1-2%, но большой катастрофы это уже не составит. Хотя еще 10 лет назад это была бы реально проблема, то есть на грани катастрофы. Следующее. Присутствие центров силы. Но Беларусь активно пришел Китай, пытаются проявить, либо заявить о своих интересах Штаты, Европейский Союз пришел в контактах с Лукашенко в плоскость реалполитик, то есть немножко не поднимая вопросы демократии, говоря о реальных вещах. Ну и плюс на Западе распространилось мнение, что уж лучше пусть диктатор, но независимое государство, чем часть России. Поэтому тут тоже внешнеполитическая ситуация несколько лучше. На этом фоне Беларусь справедливо думает, что а зачем, как говорится, торопить процесс и идти быстро. Вот поэтому, когда Россия начала давить, Беларуси начали заговаривать. Вначале первое, что произошло, и тут я советую посмотреть мое видео по послу Бабичу, практически годовалой давности, когда я говорил, что его будут делать не рукопожимаемым или его будут выдавливать из Беларуси. Так оно и произошло. Вместе с Бабичем с порядка дня в обсуждении ушли все политические вопросы. То есть Беларусь перевела разговоры о союзном государстве в область экономики. Ну а дальше началось интересно. То есть были созданы рабочие группы, которые плодотворно работали. Насколько плодотворно, ну об этом можно судить достаточно просто. То есть если в начале июня и Медведев, и Румас это премьер-министр Беларуси, говорили о том, что позиция согласована примерно на 90%, к июлю 2019 года, через месяц, те же источники сделали поправочку, что уже стало 70% согласованных позиций. 19 ноября произошла встреча, которая длилась более чем 8 часов, переговоры Румаса и Медведева по согласованию как раз тех же самых дорожных карт. Ну и по результатам обе стороны заявили, что согласовали 20 из 31 дорожных карты. Ну, мягко говоря, это уже не, прошу прощения, даже не 70%. Вот, более того, вечером того же дня, 19 ноября, зам министра по налогам и сборам Республики Беларусь госпожа Элла Сирицкая заявила, что один из вопросов просто снят с повестки дня, он не рассматривается. То есть это сближение налоговых режимов, то есть общий налоговый кодекс. То есть это не в интересах Беларуси, и все, но это поставленная точка. Ну и вот сегодня, 6
ноября господин Румас заявил следующее. То есть государственное агентство Белта дает новое откровение. То есть Румас заявляет, что осталось согласовать 16 вопросов, причем 3 или 4 из них будут вынесены на уровень президента. То есть, соответственно, премьеры договориться не смогут. И вот тут цифра 16, она достаточно интересна. То есть если было 31 минус 16, получается 15 согласованных. А если откинуть налоговый кодекс, то получается 14. То есть получается, что сегодня согласовано в реальности менее 50% из запланированного. Возможно, другие варианты. Рабочая группа работает, естественно, все вспоминают президентов, Лукашенко, то собирается, то не собирается к Путину, по крайней мере, окончательная дата. Вроде бы должны встретиться завтра, но это тоже под большим вопросом. Тем не менее, при встрече и Лукашенко, и Путин что-то подпишут. Причем, скорее всего, заявят, что все документы согласованы, просто докинут до массовости декларации, меморандумы и так далее, чтобы была большая куча документов и заявят о судьбоносных решениях. А в остальном, даже подписана дорожная карта, они перейдут в разряд снова-таки работы рабочих групп. Прошу прощения за тавтологию. Тем не менее, о чем будут договариваться? Есть несколько направлений, которые критично важны для России. То есть Россия, понимая, что быстро решить политические задачи не получается, она будет действовать обходными маневрами, точнее, она уже действует. Для русских критично важно как минимум вернуть уровень влияния на белорусскую экономику 12-13 годов, в том числе, то есть нивелируя влияние Китая, оставляя за бортом возможно приход США и Европейского Союза, и войти со своим капиталом в такие отрасли, как энергетика, потому что даже атомная электростанция строится за российские кредитные деньги, но Минск категорически не пошел на создание СП. Переработка нефти и химическая промышленность. Военно-промышленный комплекс, особенно все, что касается электроники, средств РЭП и так далее. Причем вернуть его на белорусский ВПК максимально к условиям, когда белорусский ВПК работает не над конечными продуктами, а выступает лишь как поставщик для российских заводов, которые выступают в качестве места сборки конечных продуктов. Это то, от чего Беларусь сейчас пытается отойти. Следующее направление – это, среди прочего, добыча полезных ископаемых, в частности, калийных солей. То есть, возможно, будет попытка реанимировать в той или иной мере работу с Уралкалием и приход русских в белорусскую калийную компанию. И еще одним из направлений будет являться, естественно, сельское хозяйство. По отчаянию Беларуси, в принципе, практически все готово к запуску рынка земли. Об этом, кстати, сверху, ну и для тех, кто будет смотреть на мобильных устройствах, это снизу будет. Есть ссылочка на соответствующее видео. То есть, да, к запуску рынка земли в Беларуси готово, причем достаточно большое количество по белорусским меркам уже предприятий, которые принадлежат иностранцам, я имею в виду сельхозпредприятия, но проблема в том, что на этот рынок русских не особо активно пускают. И одно из направлений – это Россия пытается под видом гарантий для фермеров, равных условий хозяйства создать ситуацию, при которой рынок земли будет запущен автоматом, и, соответственно, российский инвестор просто придет активно в сферу сельхозпроизводства. И, наконец-таки, еще один большой пункт – этот пункт касается такой вещи, как гуманитарное сотрудничество, образовательные программы, гуманитарные программы и так далее и тому подобное. Для России критично важно погнать эти программы в рамки союзного государства. Почему? Потому что создавая под, назовем так, зонтом союзного государства сеть НПО, медийных ресурсов и так далее, рано или поздно в Кремле могут их конвертировать в полноценное политическое движение. Пока же то, что пытались сделать через Россотрудничество, через православную церковь, не слишком получается, потому что мы знаем и про посадки авторов Регнум.ру, и про посадки, в том числе священников Русской Православной Церкви, поэтому то, что идет отдельной строкой, то есть то, что является инициативой Российской Федерации, с этим Лукашенко, как авторитарный лидер, как диктатор, может бороться репрессивной машиной. То, что идет в рамках союзного государства, с этим бороться не может. Потому что это такой себе троянский конь, и, как я уже сказал выше, Беларусь не может открыто сказать «нет» союзному государству. Поэтому для русских критично важно войти в это, скажем так, в эту игру. Ну и
Ко всему прочему, начать эту игру желательно чем быстрее, потому что в Беларуси в 2020 году выборы президента, и на этом фоне, с одной стороны, Лукашенко их спокойно проходит, потому что есть несколько отличий от предыдущих. Это приход КНР, на чем я сказал, осторожный интерес США, причем, ну как-то осторожно, даже заявление после парламентских выборов, которые не являлись демократичным тому свидетельство, аналогичная позиция Европейского Союза, но есть и большой минус. Россия не будет, скорее всего, работать на будущих президентских выборах против, ну, с альтернативным кандидатом мощным, который может выиграть. Россия будет работать в области делегитимизации самого Лукашенко. Потому что одно дело, когда местный чиновник видит, что Лукашенко на выборах реально набрал 50-51%, даже 50% плюс 1 голос. Он видит, что теоретически победа есть, но там плюс дорисовали 20-30%, окей, якобы для стабильности это надо. А если реальная цифра будет меньше 50%, если по реальной цифре он не добирает? Вот тут как раз-таки на это будут работать русские, потому что в таком случае уменьшается лояльность местной прослойки чиновничьего аппарата, это значит, что на них можно будет выходить. Лукашенко видит эту опасность, и в принципе не зря. 2 дня назад он с программным заявлением вначале выступил перед активом Минской области, то есть перед региональным чиновником, и только потом он выступил перед новым составом парламента. Региональным чиновникам он напрямую сказал, что в ближайшие полгода Беларусь будут щупать со всех сторон. Вот его цитата. Я часто вам намекаю, я не могу это сказать открыто и публично, нас будут щупать со всех сторон. Крепко будут щупать. И вы даже не представляете, с какой стороны для нас опасность больше. То есть, как вы понимаете, например, про Штаты, про Европейский Союз он бы сказал открытым текстом. Остается вопрос, откуда больше. Назовем этот вопрос риторическим. Эти же самые тезисы он повторил на встрече перед депутатами парламента, добавив также слова о независимости от прямой речи. Запомните, я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом. Мне хватило вот так. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал. Я вместе с вами, с народом, создал суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России. Таким образом, Лукашенко реально будет пытаться играть в игру лозунги в обмен на деньги. Он будет дальше пытаться заговаривать процессы. Причем о том, что такая политика идет, с этим согласны даже в том числе российские сливные бачки в телеграм-каналах. И при этом, скорее всего, будет меняться очень сильно состав правительства и усиливаться именно с точки зрения контроля. Потому что, с одной стороны, уже изменилось, есть новый руководитель администрации президента, это бывший работник КГБ. С другой стороны, в ту же самую администрацию президента в идеологический отдел для того, чтобы поговорить об идеологической работе, регулярно ходят бывшие непримиримые оппоненты, то есть лидеры, в том числе Белорусского народного фронта. И будет, скорее всего, смена правительства. Причем ходят упорные слухи, что из Китая будет вызван господин Михаил Руды. Это достаточно талантливый экономист, один из авторов блока экономической форум с 7 по 10 годы. Один из авторов, точнее, основной автор концепции технопарка Великами, то есть идеи привлечения Китая в Беларусь. Он успел поработать советником Лукашенко по экономическим вопросам, но когда технопарк Великий Камень начал загибаться, благодаря, назовем так, мудрому руководству строителей, любителей перерезать ленточки, Руды был срочно отправлен в Китай для того, чтобы спасать ситуацию. Надо отдать должное, он спас. Если действительно так, если Руды, как человек, уже получивший опыт, если он вернется, ситуация будет сложиться достаточно интересно. Он не может вернуться на должность ниже. То есть это либо снова-таки администрация президента, советник Лукашенко по экономическим вопросам, либо в правительстве. В правительстве есть теоретически 2 должности, которые могут ему предложить. Это либо министр экономики, достаточно высокая должность, вопрос, куда министр экономики теперешний пойдет, либо премьер-министр. В таком случае Румас идет в отставку, а Руды на премьер-министра. Если это так,
то снова-таки интересно будет отношение того же самого и с Россией, и со всеми остальными, потому что у Рудова колоссальные связи с Китаем, его прекрасно воспринимают в ЕС и в Соединенных Штатах Америки, но где его немножко недолюбливают, это Российская Федерация. Еще один вариант, куда Рудый может пойти, это Министерство иностранных дел, то есть, так сказать, делать дипломатическую карьеру. Но в таком случае остается вопрос, а куда же пойдет господин Маккей? Тоже тяжеловес белорусской политики. И вот Маккей снова-таки сможет пойти дальше на премьера, либо правительство. Еще одна неприятная ситуация для, в том числе, братской, назовем так, России. Исходя из этого, события в Беларуси и вокруг Беларуси в ближайший год будут очень интересными, чрезвычайно насыщенными. Россия будет продолжать давить, причем русские будут играть в долгу. Если смотреть, например, государственные программы Российской Федерации, они рассчитывают, в принципе, на определенные изменения и в экономике, и с точки зрения санкций, всего остального. То есть рассчитывают завершить текущие последние на сегодня политические пикировки на внешнем поле где-то к 25-26 году максимум, поэтому Россия будет пытаться в 2020 году заложить просто определенные консервы, заложить, которые можно открыть в нужный момент, заложить фундамент будущего своего влияния, чтобы попытаться сыграть, в том числе на президентских, либо на парламентских выборах уже ближе к 2025 году. И снова-таки на очередном цикле, 3-4-летнем цикле, поднять вопрос об интеграции. Вопрос в другом, насколько к этому моменту структурно, ресурсно будет готова Республика Беларусь, чтобы, в принципе, этому противостоять. А противостоять придется. И тут вопрос уже не только и не столько в личности Лукашенко, поскольку в том числе существенно меняется и настроение в белорусском обществе. Когда даже официальная социология говорит о том, что за слияние, как говорится, в объятиях братского российского народа, то есть объединение в одно государство, за это выступают не более 8% белорусов, это о чем-то говорит. И когда социология, которую проводят в том числе независимые центры, говорит о том, что от 17 до 24% белорусов, в зависимости от опроса, в случае попытки агрессивных действий с востока, именно от Российской Федерации, их реакция будет это взять оружие в руки, это тоже о чем-то говорит. Поэтому будем наблюдать очередной акт пьесы, либо очередную серию сериала «Лозунги в обмен на деньги». Запасаемся попкорном, но и будем смотреть и анализировать новые попытки давления со стороны России, потому что Россия своего не оставит. И легкими эти годы Беларуси назвать точно не придется. На этом у меня все. Всего вам наилучшего. Видео понравилось, лайкайте, обсуждайте, комментируйте и, естественно, подписывайтесь на канал. Всего наилучшего.